Всем привет! С вами редакция Улус Медиа. У нас в гостях руководитель проекта «На вахту 14» Петр Чахардун. Петр, здравствуй. Добрый день. Ну, Петр, расскажи, пожалуйста, о себе коротко и как появилась идея создать такой проект. Идея к созданию данного проекта подтолкнула сама жизнь, можно сказать, потому что по первому высшему образованию я переводчик японского языка, но оказалось, что услуга переводчика разовая, а зарплата преподавателя в университете была всего лишь 5000 рублей в месяц. А я глава молодой семьи, мне надо кормить семью, и, соответственно, я для себя принял радикальное решение поменять свою жизнь и получить большую зарплату. И, конечно же, на тот момент в Якутии большие заработные платы могли предоставить только промышленная отрасль. Поэтому буквально после того, как я перешел на промышленность, у меня зарплата увеличилась в 15 раз. И долгое время работал в промышленной, в золотодобывающей отрасли, в Ушмайском и Беконском районе. Везде смотрел, что наших очень мало. Когда я перешел на работу в компанию Алмаза Набара, я увидел своими глазами, что наши умеют работать. Что вот оно, да, вот этот механизм, институт, созданный Матвеем Евсеевым и продолженный Павлом Мариничевым, имеет колоссальный такой ресурс для того, чтобы мы готовили людей, да, чтобы не только в Алмазах Набар и Арти Капитал работали местное население, но и во всех 200 промышленных компаниях, которые сейчас ведут деятельность на территории республики. И мы вот этот механизм получили и совершенствовали, и начали работать, именно создавать систему, да, конвейерного трудоустройства наших местных кадров в промышленной отрасли. Вот с какими крупными компаниями вы сотрудничаете, и вот какие 3 основных направления, как мы знаем, у вас есть? Значит, сейчас уже по прошествии 1,5 года эффективной реализации проекта у нас уже 36 договоров с промышленными компаниями. То есть следует отметить, что мы от простого населения, от тружеников деньги не берем за свои услуги, мы заключаем договора с промышленными компаниями. Так оно должно быть, это правильно. В этом году начинаем нефтегазовую отрасль. Соответственно, сейчас у нас карта, география охвата проекта полностью реализована внутри Якутии. И уже, если, например, мы направляли в начале группы по 3, по 4 человека, то сейчас уже группы по 20, 30, доходит до 100 человек. И мы формируем именно людей, если надо, проводим обучение, получают горнотехнические специальности, и люди направляются работать. То есть труженики, те, которые были месяц назад на уровне зарплаты 10-15 тысяч рублей в месяц, да, у них появляется возможность реализовать свою мечту, перейти на высокодоходный вектор развития. И простые ребята, у которых голова болела в прошлом месяце, как купить хлеб или макароны, да, у себя в селе, начинают получать 150, 160, 180 тысяч зарплаты. Это у нас называется краткосрочная программа, это первое направление. Второе направление у нас работа со студентами. Мы все понимаем, что в промышленных компаниях только 20% это узкопрофильные промышленные специалисты, а все остальное это другие технические специальности. Там и инженера, и строительство, и дороги, да, все есть. Поэтому мы абсолютно убеждены в том, что все технические специалисты, будущие, да, значит, студенты на этапе студенчества должны пройти производственную практику в промышленных компаниях и посмотреть, какие реалии есть, какие там возможности есть. И третье направление – это, конечно же, долгосрочный проект, потому что когда зарождается система, она должна быть долгосрочной. Подготовка кадров должна быть с самого начального, со школьной скамьи. И мы, значит, вместе с партнерством политехнических школ, это уже более 30 школ по всей Якутии, это 20 тысяч школьников, значит, они вошли в состав нашего проектного офиса, и мы сейчас начинаем, опять же, систему профориентации с профильными руководителями промышленных компаний. Сейчас как работа ведется в связи с последними событиями в стране? Какие новые условия появились? Что изменилось вообще в программе?
Да, однозначно у нас было волнение, что наших курсантов начнут там мобилизовывать, да, и смотрели за списками, да, от компаний, то есть справедливо ли это, да, то есть там приоритетное направление наших или там, скажем так, приезжих там из других регионов. Однозначно нет, да, то есть в этом направлении все очень стабильно, да, соразмерно и справедливо. При этом наше волнение немножко оказалось, ну, немножко таким, наверное, преувеличенным, потому что мы не знали, как потом дальше будет исходить там сценарий развития. Но при этом сейчас, ну, вот сейчас с уверенностью можно сказать, что многие, ну, все крупнейшие компании уже заключились в бронь, да, то есть есть категории там специальных стратегических промышленных компаний, откуда не ведется набор на военную операцию, поэтому в этом плане ну, есть такая некая стабильность. Не секрет, что существуют и компании, у которых там трудоустройство местных, да, стоит не в приоритете. Да. Да, то есть это как бы в рамках федерального закона они как бы имеем право там трудоустроить всех. При этом нужно понимать, что отчасти мы сами в этом и виноваты. Это тоже нужно понимать, признавать и потом работать над тем, чтобы убирать вот эти проблемы. Почему? Потому что когда человек приходит там идейно, мотивационно не проработанный, да, у него там задача стоит накопить жене на шубу, да, разово, соответственно, или там до весенней охоты приехать отработать, то, конечно же, возникает у промышленных компаний стереотип, что местные не умеют работать, да, что у них такой вот разовый характер халтуры, да, возникает. На самом деле, вот почему мы комплексно беремся за это дело, то есть мы в первую очередь работаем над формированием желания работать и закрепиться в отрасли. И тогда уже у нас процент закрепления у нас вырастает. У нас сейчас рекордные 82% закрепления местных кадров в промышленной отрасли. Это очень много. Вахта для кого больше подходит, как ты думаешь? Ну, вот однозначно скажу, что мы ориентируемся все-таки на молодежь, тем более, что сейчас у нас молодежь до 35 лет, да, соответственно, вот у них как раз таки ну, более ярко сформирован, да, мотив и материал, да, ну, то есть мышление, с ним можно работать, да. Это первое. Вторая категория очень, наоборот, тех, кто становится нашими соратниками, да, это старшее поколение, у которых годами, возможно, даже десятилетиями была мечта, но ее не могли пробить. Да, то есть они не знали, куда обращаться, какой пакет документов, какую горную специальность получить, как проходить собеседование. Да. Все это они не знали и не смогли пробить. Тем более, что у нас обучение бесплатное, поэтому многие воспользовались этим шансом. И тот, например, человек, который находится в деревне с зарплатой 10 тысяч, откуда ему взять там 40-50 тысяч на обучение? Правильно? Поэтому вот те, кто прошли вот этот комплекс, да, стали потом фундаментом промышленных компаний, они как раз таки наоборот становятся такими ярыми нашими приверженцами и рупорами, да, необходимости вот работы в этом направлении. Ну, мы снимали одну девушку, которая работала в Верхнебунском месторождении. Она говорила, что у них есть специальная программа, которая сопровождает новичков. Да. Называется Аргыс. У вас такое направление есть или пока вот в будущем планируете? Однозначно. Опять сказал однозначно, значит. Ну, потому что однозначно есть. Да, есть. Он называется у нас по-другому «Система старших». Мы этот механизм переняли у братьев киргизов, да. Ну, практика работает, да, эффективная, везде. Почему бы и не взять? Соответственно, там как распределение? Когда мы формируем группы, мы внутри группы смотрим тех ребят, которые имеют лидерские качества, там сильный дух, скажем так, да, либо смотрим выпускников СУЗов или вузов технических и делаем их лидерами, да, то есть старшими по группе.
И когда группа попадает внутрь компании, уже ранние группы там уже функционируют, и у каждого есть своя система старших. Старшие, а старшие общаются между собой. Соответственно, когда возникает какая-то несправедливость, да, или какая-то поддержка внутри, или быстрое внедрение в технологические производственные процессы, вот эта система старших начинает работать. Показывает, где, как устроено тут, да, и люди органично в группе очень быстро входят, да, разбираются и ярко себя проявляют. Как к вам попасть? Какие требования к работнику? У нас одно требование – это желание работать, да, и желание изменить свою жизнь. Ну вот я парень, например, да, мне 27 лет, и я не работаю, пока безработный, да, без образования. Вот хочу попасть к вам. Да. Куда мне идти, куда подать заявление, и, может, я хочу обучиться еще. У нас есть сайт novakto14.rf, по-русски пишется. И есть аккаунт в социальных сетях. Можно везде нас просто прогуглить и найти. Есть еще телефоны, да, по ним просто нужно позвонить и сказать, вот, значит, хочу трудоустроиться. Все. Также у нас в каждом районе открыты цифровые филиалы. Вот когда пандемия случилась, то мы воспользовались преимуществами пандемии и полностью перешли на цифровой формат. Соответственно, у нас упаковка кандидатов, прохождение тренингов, даже обучение, да, значит, происходит дистанционно. Очень удобно, в общем. Да, то есть мы, например, вот наша особенность в том, что мы получаем сначала запрос от компании вот по этой специальности и начинаем обучение по этой специальности. Но человек начинает обучение только после того, как он пройдет службу безопасности этой компании. Только после этого мы начинаем. Соответственно, у нас вероятность трудоустройства после обучения 90%. Сколько времени занимает обучение? Ну, если это, например, горнотехническая специальность, конечно, там от специальности зависит от месяца до 2-3, да, соответственно, ну, вот горнорабочие подземные у нас где-то около месяца учатся, да, а потом уже идут на трудоустройство. Очень долго думали и вот свод-анализ все-таки сделали и пришли к выводу, что вот человеку, молодому человеку, который находится где-нибудь там, допустим, в Верхоянске, очень трудно приехать, прилететь там в город Якутск. Это уже 60 тысяч рублей туда-сюда, авиабилет, да. Накопить, ну, нереально, да, молодому человеку, поэтому, во-первых, да, он, обучаясь у себя в деревне, в селе, да, не покидая свой дом, свое хозяйство, это очень важно, там свой скот, да, продолжает, значит, делать хозяйство. По вечерам он учится. Мы специально делали наши курсы с 18:00, да, и поэтому человек отработал там в ЖКХ сварщиком, вечером пришел, обучился, допустим, да, проходит обучение. Первое. Второе. Наши преподаватели прям идейные. Мы просто их обожаем, потому что нам потом краснеть перед компаниями. Поэтому мы за качество обучения тоже очень сильно смотрим. И в-третьих, если, например, бывает всякое, слава богу, сейчас благодаря работе Анатолия Сколныча, да, нашего министра инноваций, везде интернет очень сильно быстро, значит, появляется. Если же в селе пока нету интернета, да, в администрации все равно есть Wi-Fi. Соответственно, мы договариваемся, там просто ребята заходят в администрацию поселка и учатся там оттуда. Все хорошо. Доступно. Доступно, да, доступно. Ну вот расскажи, пожалуйста, как проводится набор и сколько раз в году вот человек трудоустраиваете людей? У нас не мероприятийный характер, да, то есть у нас система. У нас система постоянно работающая. И у нас вот эти промышленные компании практически каждый день направляют нам свои вакансии, открывающиеся. И мы работаем в режиме, ну, практически в онлайн-режиме. Да? Возникает вакансия, буквально в течение 4 минут мы рассылаем вакансии по всей республике, по всем цифровым филиалам, и наши кандидаты получают объявление. И, соответственно, если есть желание, человек подает заявку, звонит нам, и мы уже там начинаем его формировать.
упаковываем его в пакет документов, да, обучаем его, как проходить тренинги, он проходит в службе безопасности. Если, например, не хватает горнотехнических специальностей, мы его обучаем, потом приходит время, вот процесс рассказываю, да, приходит время прохождения медосмотров, мы его тоже помогаем, координируем, как быстро это все пройти. После приходит время транспортировки до места работы. И мы тогда уже тоже помогаем, формируем группы и направляем до места работы. И прямо вот пошагово каждый, ну вот у нас есть операционисты, и они кураторы, да, индивидуальные кураторы каждого человека, и они прям сопровождают от момента заявки до окончательного там выхода приказа. Нужно понимать, что промышленные компании, они разные. Да, у кого-то служба безопасности жесткая, да, у кого-то более-менее нормальная, у кого-то лояльная, у кого-то мягкая. Да, и поэтому мы пропускаем своих кандидатов, например, человек в молодости немножко отступился, да, понимая, но мы его не толкаем, допустим, там в крутую промышленную компанию, где супер жесткие к нам службы безопасности, а его где-то вот в артель можем направить, или в дорожную компанию инфраструктурную, да, или строительную компанию. Но в любом случае мы стараемся найти для него подходящую работу, которая отвечает его запросам. Вот что входит в службу безопасности, вот объясним, да, не все понимают, что какие мероприятия туда входят, вообще что там проверяет, это здоровье или это, что вообще проверяет? В службе безопасности, то есть проверяется вероятность того, что там трудоустроившись, человек там не сделает чего-либо противозаконного. Да. Соответственно, статья 158, 228 это сразу жесткие, да, статьи, то есть это кража и наркотики. Все остальные, как бы условно, можно считать проходные. Если у человека был рецидив, то есть он много раз привлекался по алкогольному, да, то есть это тоже для понимания, для промышленной службы безопасности, что человек злоупотребляет алкоголем и что, возможно, он где-то тоже тут будет после трудоустройства злоупотреблять. Поэтому вот мы это предварительно тоже просматриваем, да, и анализируем, стоит его отправлять, либо его стоит сразу, допустим, куда-нибудь там в артель. Ну вот вы представили в рамках Восточного экономического форума новое мобильное приложение. Как это называется, как будет работать, когда запуститесь? Мы сейчас вот это приложение прошли об App Store, сейчас формируем, конечно, улучшаем, да, значит, и будем сейчас в Play Market выпускать. После того, как выйдет в Play Market, мы уже двинем в рабочем порядке уже среди населения. Это будет гораздо проще, чем заходить через сайт. В ноябре, либо в декабре, да, в середине декабря мы с Министерством промышленности и геологии организуем большой промышленный форум. И в рамках этого форума, может быть, мы и этот уже официально полностью запустим. Вы появились в 2020 году. Какие результаты есть на сегодняшний день? Сколько человек вы уже трудоустроили? Если говорить о промышленной отрасли, то мы свыше 1000 уже трудоустроили, из них на постоянное трудоустройство где-то, наверное, сейчас в районе 600. Да, 600. Вот подходим к этой цифре. То есть нужно понимать, что вот постоянное трудоустройство есть трудоустройство с вахтовой методикой, есть разовые работы там, вахтовые, да, то есть весной уехали, осенью приехали, допустим, да, и в целом в общем у нас свыше 1000 получает. Но мы считаем, что это только начало, потому что сейчас основная критическая масса сейчас уже готовится. И мы ее готовим для того, чтобы двинуть широким фронтом. При этом мы понимаем, что мы зависим, с одной стороны, также от вакансий промышленной компании. Если в прошлом году у нас было там порядка 10 промышленных компаний, да, готовых там работать и представлять нам вакансии, то в этом году уже добавились нефтегазовый комплекс, да, алмазный комплекс, то есть вот с Алдросом мы долго сейчас прорабатываем, и сейчас уже будем выходить на очень хороший показатель. Будем прилаживать все усилия над созданием нормативного документа в Якутии, регламентирующего приоритетные трудоустройства
То есть приоритетное рассмотрение на трудоустройство местного населения. Вот этого нормативного документа нету. Это очень важный документ. Если вот этот документ появится, то, во-первых, это будет выгодно самим промышленным компаниям. Почему? Потому что если, например, человека внутри Якутии там привозить, это 30 тысяч в год в среднем. А если из другого региона привозить, это 300 тысяч в год, да, рублей в год. 10 раз дороже. Поэтому мы сейчас, первый шаг, это должны поработать над своим капиталом, да, человеческим капиталом, чтобы у нас были более мотивированные, качественные, да, и не разовые кандидаты, да. После этого, как мы это проработали, а мы уже над этим проработали, да, второй шаг уже расширение вакансий. Вот это, над этим мы сейчас занимаемся. Расширение пойдет, и все, и уже 2 плюс 2 будет 4. То есть однозначно мультипликативный эффект будет, и у нас будет уже кратное увеличение доли местных кадров в промышленной отрасли. Ну все, спасибо, Петр. Спасибо, что пришел, рассказал много полезного. Надеюсь, что наши зрители почерпнули для себя многое. Да, взаимно. Хочу пожелать молодым ребятам в селах, в городах, да, чтобы пробовали, чтобы потом не жалеть. Смотрите, вот бывает, всю жизнь как будто в голове что-то хочешь, но вот не делаешь простые шаги на самом-то деле, чтобы осуществить свою мечту. Поэтому вот когда молодые, лучше это попробовать, и если это твое, потом круто поменять свою жизнь. Это же здорово. Да, конечно. Перейти на другой уровень жизни. Уровень жизни, да. Ездить там, отдыхать, да, кататься на хорошем джипе. Ну, это же возможно, если хорошо зарабатывать. А где хорошо можно зарабатывать? В IT и в промышленности. Совершенно верно. С вами была редакция Лос Медиа. До новых встреч. Счастливо.